Ага. Привет. Так, сейчас группа «Муравейник» у нас. И такой вот вопрос. Как вообще начинался хип-хоп у вас в 90-х? Ну, раз в 90-х, давайте тогда я отвечу. Представься вначале. Ну, меня зовут Адамант, я один из основателей, отцов, как меня называют, «Муравейника». Он и есть основатель. Вот, ну я же скромный парень. Вот, ну, значит, я начинал с классики. Это, как обычно, Onyx, Nature by Nature, Cypress Hill и House of Pain. Тогда, был конец 90-х, очень развит был бандитизм, разные вещи такие криминальные. И у нас был, среди пацанов было развито очень там школа на школу пойти побиться, район за район. Вот, И мы начинали с гангста-рэпа именно потому, что он жестко лег на эту тему. То есть эта музыка была отражением моих мыслей, моей жизни. То есть, как я это называю, как я думаю, она жестко легла на менталитет людей того времени. Поэтому именно рэп, гангста-рэп. Что, давай следующий вопрос. Так, ну а кто следующий? А что, продолжать на тот же вопрос отвечать? Ну, Кокраш, ты по старшинству. Давай, отвечай. По старшинству. Хорошо, я отвечу. Ну, отвечай. Я знал, что это случится, Кокраш затупит. Я не знал, что на первом же вопросе. Ну как вообще хип-хоп начинался в твоей жизни? Как в моей жизни хип-хоп, наверное. Хорошо, это было в 98 году. Я с пацанами бегал во дворе и играл в квадрат. Ты забыл представиться, кстати. Меня зовут Никита. Нет, ну что мне представляться? Меня все знают. Все знают. Это же будет на России, в России тебя никто не знает. Хорошо. Да, на Меня зовут России знают все. Веркин Никита Валерьевич Кокраш. Муравейник. Муравейник. Вот. Моя Что, страничка мне звонят? ВКонтакте. Я думаю, ой, пацан. Короче, я за Не Кокраша позвонил. расскажу. Алло. Он ничего не знает. Короче, мы с ним начали слушать рэп примерно одновременно. Мы слушали сначала Иванушки Интернешнл. Руки вверх. И ответы мошенники. И Ответы мошенники. 3 наши любимые группы были. И мы жестко спорили, кто вообще, кто жестче стелит, кто достоин быть на Олимпе. Ты что, матерился так что? Правда? Ну запикают ничего, давай. Ну и вот, и слушали мы все это, потом мы посели на Продиджи жестко, слушали Продиджи, ходили в балахонах Продиджи вообще. И как-то потом все менялось, потом мы слушали Нирвану, как-то делали вид, что слушаем музыку, искали себя, не могли найти. Вот. Потом даже какое-то время слушали Ониксов, слушали, но не находили, честно говоря, в этой музыке. То есть слушали просто потому, что кто-то слушал. И все. А потом мы слушали именно русский рэп, сборники Трепанация Черепа, трек «А нам насрать», группа БТЛТ, вот лично для меня был такой прям трек, который большое значение имел, и после которого я просто вообще вскрылся и понял, что вот оно, вот то, что я так долго искал, вот это круче, чем Иванушки Интернешнл. Ну и все, и точно так же Кокраш. И с этого закрутилось, завертелось, и уже потом пришли к западному рэпу, к Вутенгу, потом опять к Ониксам уже переосмыслили как-то это все. И Плюс потом я дальше, жил неподалеку. дальше пошло-поехало, с Адамантом затусили. Ну и все. Какие были первые текста вообще? Текстов вообще не было первых. Первые сразу были фристайлы. Да, фристайл в основном Сразу. про ограбление банков, убийства, они до сих пор кстати, на аудио, на Была тема была аудиокассетах. такая. А не роняй мыло в тюремной душевой. А не роняй мыло в тюремной душевой. Не, были жесткие темы. Почему-то гэнгста-рэп мы не любили слушать, но делали почему-то фристайлы все, вот мы то, что записывали на магнитофон, Да, все было именно гэнгста-рэп. Пацану 11 лет, и он что-то не роняй. Суровые темы, как будто вот мы нашей компашкой идем грабить банк, заходим в банк, там убивают сначала одного, там с жестокой смертью второй умирает, жестокой смертью третий. Времена были Четвертый все-таки такие, деньги да. выносит Да. куда-то. Короче, какое время такие фристайлы Да, были? да, музыка отражала дух того времени. Базара нет, базара нет. Вовка вот пусть Я скажет, прямо- как он начал слушать. Я прямо рэп. как сейчас Да помню. я не знаю, что слушать-то. Ладно. Че я был, сколько мне? Лет 5, наверное, было. Не-не-не, 6, тебе может. 9 было. Заставили, Где заставили. ты уже Тебе школу. 11, да? Ну, примерно так, да. Так, Да. заставили слушать рэп. Где-то 11 было, тебе где-то 9 лет, наверное, не знаю, 8. Не, младше был. Ну, наверное, ладно. Ладно, давай продолжай. Ну и все пацаны слушают, чё, я тоже слушаю.
И все, и так пошло, закрутилось, и все, и сейчас по сей день и рэп, и все. Больше ничего нету. Вовка самый юный участник команды Муравейника. Муравейник, да. А как вообще Тебе сейчас создалась сколько, группа? Вовка? 21 же, да? 22. 22 года, Вот Адамант создал группу. Ну, идея была в смысле, как бы, я вообще хотел создать, как бы сказать, ну не бригаду, но чтобы группу. ОПГ. Как бы, ну, рэп это был группу, так, да. чисто заманить пацанов, а потом уже делать дела нормально. Нет, ну это было сделано, то есть как бы объединить людей, чтобы мы были друг за друга, были хорошими друзьями, а рэп это было тем, что объединяло всех. Рэп и квадрат. Да, рэп и игра в квадрат. Ну и плюс мы все жили на одном районе, и всех это захватывало, поэтому так все и получилось, в общем. По большей части Муравейник это как бы не рэп-группа, а больше объединение людей, близких по духу, скажем Друзья. так. Да, друзья. То есть мы сейчас тоже Муравейник, но как бы уже никто нигде, я нигде не читаю, например, уже сейчас. Живу в другом городе, но мы так по сей день остаемся Муравейником, потому что ну, в первую очередь это дружба, а потом уже рэп. А потом уже любовь. А какие были трудности вообще в хип-хопе в начале именно? Трудности Вначале были трудности. А Вначале трудности самые жесткие трудности были выйти на улицу в балахоне Оникс. Это было самое, для меня это было самое трудное. Потому что ребята, которые были постарше в то время, они слушали кино, Алису, гражданскую оборону, в общем, ну, русский рок и вообще металлику и всякие такие вещи. И было очень легко выйти за пределы своего района и получить жестких за то, что ты рэпер. То есть то, что мне сейчас нравится в Якутске, я приезжаю, я вижу, что ну, рэп просто победил. Ну это действительно так. Потому что везде все слушают хип-хоп, все одеваются. То есть рэп повлиял на моду, на все. То есть даже если человек не рэпер, но он одевает какие-то кроссовки, там еще что-то и выглядит очень похож. Ну, по крайней мере, внешне на рэпера. Вот. А тогда как бы нам надо было еще отстаивать свое право называться рэпером. Ну, кроме того, чтобы что-то делать, надо было еще уметь драться, как бы, и ну, стоять за себя, грубо говоря. Прям как White Smoke Clown. Первая трудность, А с да. технической части было сложно, то что вот не было компьютеров тогда, не было программ, софта музыкального, Да, мы и так далее. на одну ставили один магнитофон, там включали плей, рядом ставили второй магнитофон, в котором был встроен микрофон был встроенный, и просто читали рядом, и получалось, что один играет, а второй записывает на микрофон. Ну и качество, естественно, было ужасно. Все трудности закалили. Все трудности закалили. Если бы этого всего не было, то мы бы часто что, все под рукой. Хочешь читать рэп, читай, ради бога. Там доморощенный компьютер, доморощенный софт. Все, читай, делай, что хочешь. А у нас реально не было, чтобы читать рэп, нужно действительно было порвать там что-то себе, чтобы про как-то изощриться, найти все это и сделать. И вот благодаря всем этим трудностям, потому что так все это тяжело нам далось, мы до сих пор это все и делаем. Потому что понимаем, что неспроста к этому Потому что, пришли. да, потратили много сил на это Да. в свое время. А в прошлом вообще бифы были? Вот самый наверное, интересный вопрос, который вот никто никому не задавал вообще. Да, были, конечно. Какие были бифы? С Самый, группами? самый первый биф у нас был с группой «Ночная смена» же, да? Самый первый биф был, самый веселый биф. Ну, мы сейчас уже, конечно, помирились с Сейфом, с Филом, вот, с Фризом. Ну, с Фризом не знаю. Ну мы же как тоже это- постоянно в райончике как-то. Ну, мы как бы командами помирились, но с Фризом я, по крайней мере, не общался. Вот, а с Филом, с Сейфом мы помирились, да. Но было весело, конечно, причем это был такой биф прям не такой простой, что просто педальный, там он был многоступенчатый, все началось там с музыкального проигрывателя пластинок, которые отжали у Фриза, потом продолжилось все это бифом, там, короче, объединение 4 района против них, вот, ну и потом что-то еще там было, потом мы когда не в Союзе молодежи, там их тоже дисели. Ну, а потом как-то все это просто само собой локализовалось. Мы просто повзрослели, встретились, выпили шампанского за примирение на районе, и все стало ровно. Номер 9. И все стало... Шампанское так. номер 9. Вот. Ну, а так, а еще бифы? Ну, у меня был интернет-биф с Нелом из обратной стороны тогда еще. Ну, как биф, просто был Рулис на ЕГКТ. Тогда рурэпа не было. Да, рурэпа тогда не было, был Рулис, вот именно там все выкладывалось, все обсуждалось, вот, и там Нел постоянно отписывал, я думал,
за выскочка, что-то все пишет. Ну и как-то что-то я ему просто написал, типа, ну, типа, не лезь там, не высовывайся. Он что-то там тоже ответил мне, что-то мы закусились, и все, с тех пор, там, где я пишу, сразу Нел отписывает что-нибудь, там, где я пишу, он пишет, я ему отписываю, и так вот мы что-то кусались, но не переросло это ничего в реале, Я конечно. помню, где-то в 2001 или 2002 году в Короне выступали тогда. Там на репетицию пришла обратная сторона, сидим, и Нел подходит, маленький хлоп такой, все В 2003 было. здоровается, В и 2004 по было. байке руку тянет, и И я не пожал не руку протянул руку Нелу. Вот Нелу. с тех пор, мне кажется, Нел такой посмотрел на бабайку. интернет-биф перерос уже в реальность, он начал, ну, как бы не любить меня в реальности, потому что, то есть, я не протянул руку, потому что я что-то как раз написал в интернете про меня, думаю, не буду я ему руку жать. Пафосный, У пафосный. тебя же тоже был биф, кстати. Да, с, я тоже с был- Ливаном. Нет, это не биф, это был дис. Ну, дис, да. Это уже был дис, да. Да, мы там Просто- перекинулись. А однажды мы в стелсе подрались с обратной стороной. Не понравилось, там наш Мы не мов. подрались, да, там Мов с Данковым что-то не поделились и съездили друг другу по физиономиям взаимно. Вот, ну Не, ну потом Мов вроде все вообще нормально. нормально съездил. А по-моему, Мофу не съездила. Мов это когда такой гангстер, да, типа? А до этого мы еще по-другому назывались, короче, поэтому рассказывать можно много всего. Да, так что про историю Понимаешь, лучше не поэтому, надо. да, лучше ну, не что, надо. мне кажется, Ну, достаточно вообще вопросов. Не хватит часа. Ну, допустим, вот сейчас вот сегодняшнее состояние хип-хопа в Якутске, как вам? Доминирующее. Ну да. Доминирующее. Ну, главное, Все, а мне хип-хоп кажется, будет, этим все хип-хоп сказано, А да. кого можно выделить вообще из новичков, можно сказать? Да много Из кого. новичков. Ну, это больше, наверное, он Бабай знает, да. Много кого можно выделить из новичков. Много хороших команд. Мне много, например, нравится ребят, которые действительно делают разноплановый рэп, разноплановую музыку. Много, как бы. Есть, конечно, допустим, вот какой-то один исполнитель, и вокруг него есть какой-то круг исполнителей, которые, вот, в принципе, там косят под него, как-то уже и делают что-то вот в его ключе, допустим. Но, тем не менее, во всех мне кажется, все направления, в принципе, в хип-хопе, которые сейчас существуют на данный момент, они все у нас в Якутске нормально представлены. Именно, конечно, называть не хочу, никого пиарить, но просто есть. Любое направление, начиная там с жесткого андеграунда и заканчивая там жесткой коммерческой там припопсованной музыкой, все это у нас представлено, в принципе, на достойном уровне. У вас, наверное, единственная группа, которая считается как и андерграунд, и как мейнстрим. Ну как, мейнстрим в Якутске нету, но можно так сказать. Потому что у нас мейнстрим. очень много, вот, допустим, я делаю мейнстрим. Да. Им ближе андеграунд ребятам, как бы. И- Ну, мы начинали, скорее всего, Ну, но все же начинают с андеграунда, и потом просто, видишь, прошло очень много времени, поэтому... А деньги есть? Деньги? Именно которые зарабатывают рэпом? Да. Ну, как бы так. Сказать, на мороженое хватает. Ну, допустим, песни лоббистам миллион же заработали? Не миллион Или не заработали. заработали? Считали же? За полгода, как записали вот наш первый хит, мы заработали за полгода миллион, ну, в рублях. Но это не только лавизом, это еще и другими песнями. Ну, за полгода, тогда, по-моему, песни-то не Так, а было. вот А летней ночью у нас за был, полгода. у нас- Мы считали, не заработали мы миллион. Ну, может быть, чуть Ну, меньше, короче, короче, не суть миллион. К важно. Около настоящему миллиона моменту, за в год. 2008 мы миллион точно заработали песни лоббист. И ушел он в никуда. Ничего не было куплено, ничего не было сделано. Да, все легко было пришел, проето, легко ушел. пропито. Портусовано. Такие шальные деньги. Как пришли, так и ушли. А сейчас вот над чем работаете? Новый альбом. Вообще клипа-то, кстати, будет, у вас клипа-то нету. Клипа нет. Как это нет клипа? Есть. Дальний Восток! Да. Дальний Восток. Мой путь есть. А, мой путь, точно, мой путь, точно. мой путь. Есть клип. ну. United Skills, да, который был? Мгм. А что-нибудь другое? Ну, сейчас как муравейник, мы практически ничего не делаем. Ну, вот у Кокора сейчас... Как муравейник, да, можно сделать просто жесткий тусовочный какой-нибудь клипак и все. Да, новых проектов. Ну, все это как бы Кокоша сторонний проект. Я как-то сольно двигаюсь. Правда, медленно в последнее время, но как-то так двигаюсь все равно. Вот, а как муравейник я даже не знаю, что мы, когда что-то запишем, сделаем, потому что как-то вот последний альбом мы выпустили, и, в принципе, мне А, кажется, вот, это... кстати, вот я его прослушал, мне показалось, что он местами где-то вот старые треки, где-то новые треки. Вот они вот... Концепции целой нету в альбоме. Ну, это Кокрошу, он собирал этот альбом, он может рассказать, как... Потому что альбом как писался в альбом течение делался. нескольких лет, Ну вот это заметно. поэтому ранние треки отдавали другим временем, а поздние Слава более богу, что он таким. вообще вышел. Я вот, допустим, сижу, свел альбом, все, он готов. Потом узнаю какую-нибудь фишку, типа, а можно голос так обработать? И начинаю все заново, всю сессию, скрываю, начинаю все обрабатывать, компрессию навешиваю, потом сижу, думаю,
Надо было эквалайзер подкрутить. В одном треке подкручу То эквалайзер. есть Кокраш идеалист. И Пока начинаю не во будет всех идеально, во в всех его других понимании треках альбом не начинаю. выходит. Начинал в других треках крутить эквалайзеры, стерео, там что-то. Ой, это так долго все было. ё-моё. Потом было время, когда я подсел на дабстеп и начал все треки переделывать в дабстеп стиле. Ну, там был трек один, да. Ну да, а вот весь альбом я так сделал. Потом думаю, что я делаю, как так? И решил все-таки оставить. Все-таки это рэп. Вы, кстати, могли бы раньше Cypress Hill выпустить альбом Берила. Конечно. Дабстеповый имеется. Ну, мы свои дабстеповые ремиксы сделали. Да, надо было оставить просто Еще до того, выкинуть два еще до того, сразу. и как в всё. Штатах появился весь бум на дабстеп, потому что сейчас же там любой исполнитель имеет дабстеп-трек на альбоме. Мы еще до этого всего мы уже вовсю юзали дабстеп. Но это благодаря тоже участникам А вот Муравейника. именно с битмарями, как вы там договорились насчет битов? То есть По интернету? не к вам, они сразу ответили или нет? Да, сразу. Ну, видимо, это было, знаешь, такой период, лето. Мгм. Вот, и там как бы, может, у них работы не было. И Да, летом люди отдыхают в основном, ты, поэтому. может, у них Ничего, заработка не как, было. Ну, недорого как бы, было? Они все продали минуса. Допустим, ну, Марат там продал минус где-то около, ну, от 10 до 15 тысяч. Там Илья Ферре от 15 до 20. Вот на это и ушел миллион. И главное, я один вкладывался. Да ладно. Пацаны вообще ни копейки не А вложили. кто собирал деньги на треки? 1,5 штуки же брал за запись, помнишь? Альбом целиком собрал Кокраш. Не было такого. Как со своих пацанов брать Да бабки? ладно. Сейчас Мы люди же за поймут. студию, мы А же за потом- студию а платили. потом- Нет, мы платили за студию, это все нормально, не ему лично. Нет, было так. Кокраш звонил мне, врубал минус какой-нибудь там маратовский. Я говорю, да, клевый минус. Он говорит, ну вот, надо его купить, он стоит там что-то 10 тысяч. Будешь скидываться? Я говорю, ну Кокраш, ты же знаешь, у меня денег сейчас нет. Он такой, ну ладно, я тогда сам куплю, сам зачитаю. Рубаха, слушаю трек, и там Жора читает. Вот каким макаром Жора вообще попадал в треки? Ну, Жора, это просто талантливый парень. Как бы. А, ну я... Я А, нет, если нет, заплачу нет, деньги. просто знаешь, как в Якутске, ты русский, вот и все. Да, всё. Кинули тебя просто. Я не буду сейчас говорить. Не, просто Это Жора националистический окрас приобретет программа. Не, какой национализм? Трое на одного. Сейчас камера выключится и начнется физический национализм по отношению к Кокрашу от нас. Так, все, не в ту Все, степень. ладно. А, кстати, где Джора? Он Жора в армии. Он еще Служит. контракт на 3 года Да, служит подписал. по контракту. Через 4 года придет. Отдает долг родине за всех нас. Да. То есть он служил за себя, и сейчас вот за нас, за меня, за Сейчас- Даман. А Нет, нет, Даман я-то- служил, я да, офицер за запаса меня, уже, за всё Соника и нормально. за Кокраша отслуживал. И по возвращению он что-нибудь будет делать вообще? По возвращению он будет что-то делать, но я сомневаюсь, что рэп. Потому что 4 года в армии, по-моему, все желание читать рэп выбьет. В охраннике только если. Нет, не в охране бывает. Он же звание получит, все, устроится куда-нибудь силовые структуры, наверное. Надеемся. Надеемся, да, что Жора будет где-нибудь сидеть, и мы потом будем звонить ему среди ночи. Жора! Мы синие, Мы дракони синие, мы вытаскивай синие нас. людей убиваем! Отмажь нас! Боже упаси. Боже упаси кому-то попасться нашим. Ну вот по отдельности, вот сейчас чем занимаетесь, вот, допустим, Кокраш? Я работаю корреспондентом в медиагруппе Сетим. Пишу статьи с утра до вечера. Вот нормальный корреспондент пишет статью там в газету там раз в неделю, одну статью. Я пишу каждый день по статье. Вообще молодец. Талантливый человек, талантлив во всем. Весь, А как другие чем занимаются? Закончил вуз в этом году в Питере. Вот, поступил в аспирантуру. Ты в аспирантуру, что ли, поступил? Красава! Демон. На 3 года, что в армию, чтобы не идти. Нормально. Что там делать в армии? Я там никого не знаю. Знакомиться ни с кем не желаю. В аспирантуре это всякое И веселье. все, что? Буду работать, устраиваться. В принципе, все по-старому. По-старому. Я работаю диспетчером, счастливый брак, 2 детей. В общем, обычная взрослая жизнь, все ништяк. У меня так же. А Я работаю в аспирантуру поступил. И в кино снимаешься. Снимаюсь в кино. Нет, ты же где-то работаешь. да? Где работаешь? Работаю. Я не буду говорить, где я работаю. В лорпе работаю. В лорпе, в лорпе. Я работаю в лучшей организации речных перевозок. ЛОРП. Инженером. Главным. Ведущим. Пока ведущим, еще не главным. Блин, нога не крутится. Тоже женат,
у меня родился уже сыночек, 3 месяца ему, отцовствую вовсю. На рэп сейчас времени практически нет, потому что ремонт, потому что дети, потому что движухи, жена, да, заботы выше крыши. И как-то понимаешь, что все, рэп как-то уходит все на дальше. Да, просто в жизни любого рэпера, большого или маленького, наступает такой момент, когда надо выбрать. Либо ты двигаешься в другой теме, либо ты остаешься в рэпе и будешь зарабатывать этим деньги. Да. Все, либо это подходит на второй план, как хобби такое, где ты просто душу отводишь и все. То есть иногда мне бывает достаточно включить любимый альбом House of Pain, и в принципе этим я отдаю свою дань своей любимой музыке, скажем так. Не, ну то, что я слушаю рэп-то я слушаю, продолжаю постоянно слушать, все равно другую музыку-то я особо как бы не слушаю. А музыку слушать мне все равно надо, как бы ты чувствую потребность ее слушать постоянно. Вот. А именно если говорить о том, что читать рэп, для меня всегда это было хобби, никогда я не думал, что я там заработаю какие-то деньги, что это какую-то выгоду мне принесет и так далее. Никогда я так не считал, никогда не думал. И просто как-то это хобби, ну, уменьшилось. То есть времени на хобби стало меньше. И все. Ну, не значит, что я завяжу там и брошу все. Все равно в планах есть 3-й сольный альбом. В планах есть снять сольный клип, наконец-то, идея которого тоже в голове есть. Как бы. И вот мне кажется, уже сняв клип, выпустив еще один уже прям взрослый альбом, я уже почувствую, что я все в хип-хопе сделал, и уже действительно буду писаться только, когда меня будут кто-то звать на фиты, там, на отвальных шерифанов. Да. Ну так чисто, вот когда меня уже будут самой стимулировать к записи. А вот что-то, чтобы от себя шло, такого уже, мне кажется, не будет. Потому что, вот, мне кажется, вот этими финальными этапами, клипом и альбомом я все скажу, что хотел сказать. Понятно. А вообще вот в Якутске кто-нибудь зарабатывает только музыкой? Да, по-моему, вообще никто. Не, ну, и, мне кажется, зарабатывают, ну, диджеи в клубах, может, зарабатывают. Нет, не зарабатывают. Не, ну это... Зарабатывают, но значит, не никто в не тех зарабатывает. масштабах, не в тех масштабах, которых хотелось бы. Не, Не так, как Эминем и Доктор Дре. эстрадники, причем эстрадники-то зарабатывают. Эстрадники за концерт там делают деньги, что квартиры покупают, все машины, да, Кокраш? Да. Вот, но это эстрада, это совсем другой уровень, совсем другой бизнес. А кто вообще из хип-хопа в эстраде? Из хип-хопа кто? Ну, Да ну, нет кто? никого. Да никого нету вот Кажется, никого же на нет. таком вот уровне, как из другие эстрадники якутские, на таком уровне никто не двигается у нас. У нас Ну, может хип-хоп быть, это джида? так, музыка нет, джида тоже нет. Если, допустим, по России смотреть, судить там такие артисты, как, допустим, Баста, там Гуф, Noise MC, Каста, они хоть и не светятся там на первых каналах, в отличие от всей поп-элиты, но зарабатывают при этом денег больше, чем они, потому что у них больше концертов, больше как-то движения какого-то, то у нас такого нет. То есть нас тоже слушает молодежь любит рэп, но за этот рэп молодежь не готова платить там Или не огромные может. деньги, да, и поэтому делают деньги у нас артисты, ориентированные на взрослую публику. Ну, плюс в наш Якутск, как бы, так и принято, что помогают все друг другу бесплатно. То есть это надо толпу своих карифанов протащить на свой концерт, естественно, на халяву, еще и напоить, если получится, поэтому. Как получается? Да, вообще? да, речь о деньгах поэтому не идет. Чисто душевная, мы душевная даже, тусовка. когда делаем какие-то вечеринки, делали в свое время, то есть у нас не было цели заработать, нам чисто отбить затраты, вот то, что мы потратили, чтобы Да, и провести в время. ноль выйти и кайфово, все. в кайф, Просто да. мы кайфанули, отдохнули, концерт сделали, в минусах не остались, все довольны, счастливы. Как-то так. То есть не заработать. Но все, кто хотят заработать якутским Как сейчас рэпом, скажется, за счет. это все бесполезно, не тешьте надежды. Просто делайте, занимайтесь этим как хобби, как любимое дело. И все. Как на рыбалку сходить. Вова сейчас уснет, что-нибудь расскажи вот. Так, что рассказывать? По очереди рассказываем. Как Хип-хоп Самое- у него самое свой больше- бизнес. Самое больше, Ты не забывай. самое больше, сколько ты на рэпе заработал, Вова? Как это? Помнишь, мы выступали? А, ну да, 500 рублей. О, 500 рублей когда-то это было, когда на втором курсе я приехал с Питера. В первый же день меня Кокраш потащил куда-то на концерт Бекки ставить. И все, и вот в этот день я заработал первый и последний 500 рублей. у нас просто в контракте вступления в муравейник мы как бы обещаем заработки, то есть ты так оставишь подпись как кровью своей в контракте, и вступаешь в муравейник, Адаман сидит такой в черном костюме всегда и принимает в муравейник людей. Ты кровью расписываешься, там есть пункт, что мы обещаем заработок. Вот Вова заработал свои 500 рублей, все.
И как бы Заработок. спроса с нас. А кто спорит? Кто-то заработал миллион, кто-то 500 тысяч. Каждому свое. Вот так вот. Так что вступайте в муравейник. Свои 500 рублей вы Пока не получите. поздно. Рано или поздно. Кто-то через 10 лет, кто-то через год. А как вы относитесь вообще вот к рэперам, которые вот с Якутска добились, допустим, вот КЖ, Обойма, Несленска, Марсель, Блик, там, Папас? Ну хорошо относимся ко всем. Молодцы все ребята. Да, Молодцы. ребята попали и в струю попали, и хотели, и двигались, как бы, и нормально. Не, ну я на самом деле считаю, что только вот известности, действительно известности и какой-то там вот свою нишу заняли это вот Марсель, да, действительно группа, которая возглавила вот направление такого интеллигентного хип-хопа типа в России, и как бы КЖ Обойма, который стал таким вот типа такой, Метод Мэн второй. ну такой, да, вот Российский. действительно, который вот действительно Method Man, то есть максимально приближенно, то есть были Капа, был там Негатив, косил под Method Man, но вот действительно максимально что-то такое похожее, но переделанное на русскую ментальность, это вот именно КЖ Обойма. А остальные ребята, кто с Якутска двигается, как бы, ну, конечно, они какую-то известность имеют, но я не считаю, что они там... Для меня, допустим, известный рэпер, это рэпер, который действительно делает что-то, что как бы до него никто не делал. А рэпер, который просто как бы попал на волну и на этой волне что-то делает, ну, молодец, но это не есть супер-пупер. Этого недостаточно. Этого недостаточно, да. Ну, вот, допустим, многие ребята летят в центральные города, чтобы получить популярность какую-то, вот, допустим, Задзе улетел, вот пацаны с Бланби там делают, давно не альбом Ну выпустили. я знаю. Нет, Нет, Роман в Питере сколько, 5-6 лет жил. и до сих пор не популярен. Как так? Как Каждому так? свое. Не, я считаю, что это как палка с двумя концами. Ты можешь либо приехать туда и действительно воспользоваться всеми ресурсами, которые там есть, и ты, если действительно целеустремленный, талантливый и готов что-то показать новое, то ты, в принципе, все это можешь. Но в то же время ты можешь просто тупо затеряться там, среди всех вот, Да, всей этой движухи, большие всей города, тусовки. Потеряться, во-первых, сам просто потеряться в этом городе, во-вторых, просто твоя музыка станет никому не нужна. В большом городе больше заманухи, скажем. Конечно. И вообще я считаю, что если ты делаешь какой-то действительно рэп стоящий, действительно интересный, действительно что-то крутое, ты благодаря современным технологиям ты можешь все это делать у себя в городе. Как группа ТГК, например. Они же единственная вот топ-группа, которая не переехала в Москву. АК-47 переехали в Москву, Смоки Мо переехал в Москву. Все в Москве. А ТГК они сидят у себя в Челябинске, и все. Мы все в Челябинске, что мы по интернету тречки засылаем на Газгольдер, и все ровно. И все, и вот действительно так и есть. Если вы действительно заняли какую-то свою нишу, что-то делаете, можно сидеть у себя в городе и в ус не дуть вообще. Главное, то есть- клип выпустить, и все, кажется, качественно. Да, просто как-то нужно стрельнуть. Стрельнуть, чтобы вот... У них же тоже альбома их, вот «Вечерний Челябинск» было сколько альбомов, которые просто как-то ходили, кто-то их слушал, узкий круг, а потом они просто стрельнули и все. Ну, Заняли вторая свою группа сейчас, нишу. кажется, Чемодан. Ну, Чемодан тоже, да, тоже молодцы, ага. Ну, я, честно говоря, не особо люблю вот рэп, что ТГК, А что вот, кстати, Чемодан, да, но- вот такой вот вопрос. Как вообще российский хип-хоп? Кого можно выделить? Допустим, сейчас популярна тема вот на наркотики, такой, знаете, как бы, вот как раз вот тема Чемодана, вот, всем очень нравится, как бы, ну, Такой пессимистичный Да, рэп, да. такой Типа гуфа. циничное такое все. Не знаю, мне не нравится. Я люблю такой позитивный жизненный рэп, и даже вот, допустим, ну кто вот, ну Каста мне нравится группа из популярных, действительно. Мне очень нравится Каста, но, например, последний альбом Влади мне не понравился. Он слишком какой-то такой. Влади это же не каста. Ну, все равно как-то каждый альбом Касты, который выходил, в принципе, весь все считаю это кастовым альбомом. И вот альбом Влади, он мне показался каким-то вообще, ну, прям бесхребетным, то есть он просто вообще, ну, ни о чем. Баста мне очень нравится его творчество, но когда я слушаю Басту, допустим, его треки, я понимаю, блин, как все классно, как все круто, но не знаю, вот в Басте я не чувствую чего-то такого, прям такой простоты какой-то. Вот у него как-то все, мне кажется, он жесткий конъюнктурщик, короче, он прям вот сидит и прямо продумывает, какой бы трек, как записать, чтобы там угодить туда-то, туда-то. То есть продуман реально. То есть он не делает так, что пишет треки. Он просто реально все делает продуманно. То есть реально бизнесмен. И при том, что вот, что Гуф, что Баста, все же они говорят, мы там от души, от сердца, там,
пацаны, трючок для вас, там все кого там, нормально. На самом деле все они бизнесмены, вся их музыка заточена под определенного слушателя, которому они потакают. И все. То есть я не вижу в этом какой-то там души, вижу в этом бизнес. Ну, с другой стороны, так и надо. Люди зарабатывают этим. Если бы я зарабатывал бы рэпом, я бы тоже делал. Ты был в Новосибирске, говорят, там тоже неплохо выступали же. Но Там группа NTL была, вы как-то с ними тоже общались, да? Ну, в принципе, за время пребывания в Новосибирске я со всеми познакомился, там, ведущими коллективами, с участниками NTL, с участниками Dead Poets, как бы, ну, две такие главные группы. Сейчас вот там группа Диаспора популярная с Новосибирска, и с ними я тоже, в принципе, знаком. Нормально, новосибирский рэп нормальный, но он другой совсем, он не такой, как у нас. Ну, по крайней мере, тогда, вот сейчас не знаю, может как-то изменилось все, но он другой. То есть, как бы у нас изначально весь наш хип-хоп был ориентирован вот на какой-то такой кач, то есть все в своем звуке ориентировались, потому что как бы урбаны ориентировались на Вутенг, и все потом ориентировались на урбанов. Мы как-то ориентировались не то что на Вутенг, но тоже как-то вот на кач ориентировались в своем творчестве, чтобы качалово было. А в Новосибирске они как-то вот изощряются в читке, что-то вот какое-то у них такое вот все. Либо жесткий гоп-хоп, вот как у NTL, либо как у Dead Poets, что-то такое замороченное. И весь Новосибирск вот такой. Поэтому как-то вот, мне кажется, когда вот я там выступал, я изначально читал не только под свои биты, то есть я засылал там Роман кинь мне битов, там МД кинь мне битов. Все кидали мне биты, и я под эти биты выступал, короче. И все как бы даже хвалили больше не то, что я там как-то читаю хорошо, хвалили музыку. Типа, вот у тебя такая музыка, у тебя такой интересный рэп, типа, у нас в Новосибирске никто такое не делает. Вот, то есть благодаря тому, что я понял это, я вот что-то там добился. Сейчас вот Холодок тоже двигается в Новосибирске из группы Пьесы, и тоже, по-моему, что-то какие-то места берет на фестивалях. То есть, в принципе, если бы мы якутским десантом поехали в Новосиб, то мы бы вообще всех там рэперов нагнули и захватили. По сути, если подумать, новосибирский рэп гораздо слабее якутского, гораздо слабее. Там есть люди, конечно, которые жестко шарят в рэпе вообще, разбираются, прям я с ними общался, в шоке был от того, что сколько они знают, насколько они наслушаны. Но при всем при этом они не могут делать действительно прикольный рэп, для меня, по крайней мере. Вот. А люди, которые живут, они нуждаются в таком рэпе. Вот. Так что Москву бы, может быть, мы не захватили с Питера, но Новосиб бы точно муравейник порвал, если бы мы туда переехали. Ну, Кока что не понравился Новосиб, он сказал, город не пойдет. Вот как-то так. Ясно. А остальные что могут рассказать? Я уже Про Новосиб, съехал уже. Про рэп. Не, ну я в Новосибе приезжал, бываю, в гости, ничего такой городишко, конечно. А я не был в Новосибирске. Ничего не сказать не могу за Новосибирск. Нет, вопрос, Просто как бы Вопрос как... в каждом, у нас страна очень большая, как бы, и в каждом месте свой рэп, потому что, ну как сказать, стиль жизни в каждом городе разный, в каждом крае разный, и он накладывает отпечатки на людей, которые там живут. Ну а музыка это же в первую очередь самовыражение. И люди выражаются каждый по-своему. Получается, что якутский рэп это одно, новосибирский рэп это другое. А чем дальше на Дальний Восток, тем жизнь как бы суровее. Минус 50 все-таки все дела, поэтому якутский рэп более жесткий. Плюс 30. И все, да. Летом плюс 30. Поэтому так мне кажется. А мне нравится из русских это Оксимирон. Представитель батловых рэперов. Да, Вова, чисто батл рэпер. Не, ну у Да, Оксимирона, в интернете я соглашусь, батл, то, что у да. него реально, у него текста такие вот Да, необычные. мне нравится текста Вот слушать. именно текста у него необычные. Да. Но голос не очень. Ну голос, ладно, что. Потянет. Рифмы жесткие. Ну он же не певец, он что-то рэпер, да, так что нормально. Но он же недавно выступал же с Кастой вместе и с Нойзом на каком-то фестивале, на пикнике, кажется. Да. Ну молодец. Не, ну Оксимирон тоже, он тоже занял свою нишу, Мне нашел нравится. ее и занял ее. Дядя Звон читает. Дерево жизни. Да, До сих я пор. считаю, что ритм ему, дерево жизни Вот это я уже, самые кайфовые 14 команды лет в русском слушаю, рэпе. слушаю эти треки. И до сих пор не могу сделать так же. Не, серьезно, серьезно, у них музыка, они тогда уже на 60. Сегодняшняя вот молодежь любит, можно сказать, наркотики, и после этого писать какие-то текста, там, биты, и смотрят на вот ту же самую группу Чемодан, на Гуфан, там, на АК-47, и им это прикольно. Вот как вы вообще относились в свое время к этому? Ну, в наше время этого не было просто. Была Балтика, девятка, да, не скрою, это было круто. Бутылку выпиваешь, как бы, и ничего не надо больше. И ничего не И пишешь, да. да?
Даже говорить не может. Да. Не то, что пишет. Но наркотики не имели такого распространения, как бы развал Советского Союза там было не до этого, как бы, ну и плюс отдаленность Якутии все-таки авиаперевозки более жесткие по контролю, досмотру и всему остальному. Ну, сейчас-то легче стало. Сейчас стало легче, да, ну как бы, ну, мне кажется, да, сейчас они, молодое поколение, больше к этому склонно, потому что и рэперы уже об этом читают, как бы, и не только рэперы. Популяризация. Да, популяризация пошла уже, и это стало доступно, и как бы они в молодом возрасте начинают как бы с этим знакомиться уже. Ну, стереотипы просто. Ну, скорее всего, да. И плюс это откладывается, когда они подрастут, это останется, потому что, ну, они в молодости, как бы. У нас в молодости этого не было. Мы я не скрою, но лет, наверное, до 13-14 мы подтягивались на турниках, играли в квадрат. Ну, в казаки-разбойники, наверное, нет, но ну, что-то такое было более спортивное. Ходили на какие-то кружки. Я вот ходил лично в военно-спортивный клуб «Факел» такой был. В свое время военная подготовка на бокс, еще что-то. Кокраш, я помню, я помню, занимался тайским боксом. То есть, как бы, ну, было как бы, ну, брейк-дансом мы занимались. Вот когда уже пошел рэп, брейк-данс, граффити. Ну, даже если, честно, на наркотики, наверное, времени просто не оставалось. Хип-хоп никогда не был наркотиками для нас. Да. И даже симкой не был. Вот как-то был все время что-то таким. Потому что было очень Движниковым. много проектов, надо было забомбить мой подъезд, его подъезд. Но у них общий подъезд, поэтому мы бомбили на всех этажах. А начинали мы, у нас не было денег, не было вот эти автомобильные баллоны, были слишком жесткие, автомобильная краска. Не было респираторов, честно, первые граффити были нарисованы тупо гуашью и кисточкой. Гуашью, кисточкой, Да, подъезде, это было рисовали, действительно так. В там. подъезде сидели, это было очень долго. И поэтому как бы, ну, нам было вроде не до этого. Все это, мне Да. кажется, просто в твоей голове, то, что ты сам себе закладываешь, вот я типа не могу без наркотиков сделать то-то, без симки не могу сделать то-то. Нужен Просто, талант. то есть, конечно, если Талант, ты, да. важно научиться раскрывать себе какой-то потенциал, что-то просто вот находясь в трезвом состоянии. То есть ты вот просто в трезвом состоянии что-то раскрыть для себя и все. А так, что вот ты там накурился, у тебя что-то открылось, это значит, это не твое. То есть, раз ты не сам к этому пришел, Да, раз к этому тебя что-то привело постороннее, это значит, это не ты это сделал. И, например, если бы я сам вообще не употреблял наркотики, если бы я употребил бы, вскрылся бы и записал бы за ночь альбом, то на утро бы я слушал, я бы не признал это своим альбомом, я бы подумал, это альбом другого человека, который записал. Потому что это не я, блядь, 25 лет прожил, наркотики не принимал, а тут принял, записал альбом. Это не мой альбом, это Ну, мне альбом кажется, тоже, да, что наркомана бабайки. У наркоманов как бы это, ну, наркотики стоят на первом месте. Даже если слушать альбомы Гуфа, как он считает, что он сначала употреблял, и да, не был, но рэп был таким у него просто так. Основной вещью была наркота, потом он с нее слез и начал писать об этом, то есть о своих впечатлениях. Выехал-то он на этом, то, что он писал о том, что он чувствовал в этот момент. Так же, как вот я недавно пересмотрел фильм там с Ди Каприо, «Дневник баскетболиста» 95-го года. Хороший фильм. Да, то есть как бы, да, то есть он выехал тоже на том, он ширялся и писал свои ощущения, описывал, а потом опубликовал эту тему и завязал. Как бы так. Кстати, вы под негров когда-нибудь косили вообще? Ну, одевались, было дело, потому что, ну, весь гангстер-рэп, когда он приходил в Якутск, просто рэп. А именно В сленг. России Одежда точно была. одежда, да, все вот балахоны, сленг, вот сленг желтые именно. тимберленды. Ну, fuck off, go fuck yourself, fuck up, конечно, это все было. Ну, немножко, ну, не так, что прямо такого, что йоу, там, мэн. Нет, ну такого не было, но вот йоу и мазафака, это я до сих пор употребляю. Йоу, мазафака на столе. Ну, мы как-то так, с приколом Пролетает, всегда да. это употребляли все. Не было такого, что мы прям жестко там... Ну, как поднялись, Димас ты красиво. говорил, там, this was up, такого не Да было. нет, такого нет. Не, на английском нет. Мы же, как бы, да, русские Парни ребята. простые. Куда нам? Российские, то есть российские, да. Здесь же у нас, да, российские, поэтому, как бы, да, говорили по-русски. Тем более, в русском языке столько слов-паразитов. Немерено можно употреблять и употреблять. Можно и без них. Так, у вас вообще есть какие-нибудь пожелания вот к нашим юным зрителям, может, взрослым? У меня всегда одно пожелание, когда меня берут интервью, когда меня о чем-то спрашивают, я всегда говорю, не заморачивайтесь на чем-то одном, не пытайтесь слушать там какой-то один рэп, слушайте разную музыку. И самое главное, если вы, допустим, считаете себя рэпером, прям не просто парнем, который там, ну, меломан, что-то слушает разные, а именно если ты рэпер, если ты считаешь себя рэпером, то ты должен знать корни, то есть своей музыки, откуда это все пошло, почему это так, а это вот так, и только тогда ты сможешь себя считать рэпером, и, по крайней мере, будешь рэпером в моих глазах. Если ты там знаешь поверхностно плаваешь где-то, знаешь там чемодана и гуфа,
и больше ничего, то ты для меня не рэпер, по крайней мере. Я думаю, для любого человека моего возраста, который слушает рэп уже там больше 10 лет, это точно так же. Поэтому копайте корням, потому что в корнях все дело, вся суть. Ну и второе, это то, что если ты делаешь рэп, то не пытайся это превратить, не отчаивайся, вернее, если это не превратилось в какую-то работу. И то, что рэп это хобби, это очень хорошо. Просто у кого-то рыбалка, у кого-то рэп. Кто-то ходит на рыбалку, рыбачит, и он же не продает эту рыбу потом, которую там выловил. Он просто выводит эту рыбу, и дай бог, если выводит, или в основном просто нажрется, набухается на свежем воздухе. И точно так же рэп, просто писать для себя, самореализовываться, выплескивать Не что-то. пытаться там. заработать на этом деньги. Не надо, не, пытаться надо, искать там какие-то, возможно, схемы, но если ты, допустим, понимаешь, что ты делаешь что-то, что нравится тебе, ну а вот все вокруг, допустим, ну, говорят нормально, но нет такого, что прям там говорят, о, все, это бомба, это взорвет. Ну да. Не обязательно к этому всему стремиться. Главное, да, главное не опускать руки, я бы хотел пожелать, потому что, на мой взгляд, очень много рэперов отсекается именно на первоначальном этапе. Когда ты пытаешься что-то делать, надо бороться с собой, надо как бы бороться с тем, что ты чувствуешь, выходя первый раз на сцену, потому что всем бывает стрёмно в первые разы, как бы, когда ты хочешь даже просто публично стихотворение хочешь в школе рассказать, как бы так. И просто не опускать руки, не сдаваться, двигаться дальше. И все будет нормально, все получится. Желаю любви, здоровья, счастья. Давайте выпьем. Давайте, и наркотиков примем. Ну да, не опускать руки, самое главное, это всегда будет в жизни то, что... Терпение, только терпение. Кто бы что ни говорил, нравится — делай, не нравится — не делай. Все, Кокра, желай. Нормально делай, нормально будет. От души душевно в душу. Если вы начали как бы заниматься рэпом, то нельзя бросать вообще дела. Любое дело нужно доводить до конца, до своего логического завершения. Вот ты начал читать рэп, читай, до Талова, надо до Талова читать. Ты начал брейк-танцевать. А какое логическое завершение? Ну, смертное уже, да? Нормально вообще. Все, вырубай. Нормально вообще. Беру микрофон и читаю.